Из 229 соискателей лишь 18 получили отказ с региональной службы Стройжилтехнадзора. Получается, стать управляющей компанией достаточно легко, и это чревато появлением недобросовестных организаций. И проверки жилинспекции тому подтверждение. За первое полугодие выдано 600 предписаний по устранению нарушений, выявленных в ходе предоставления услуг населению. Если в прошлом году уровень исполнения предписаний составлял в пределах 60-70%, то со временем на сегодня уже составляет более 80% исполнения предписаний. Данная ситуация возникла все-таки в том числе из-за того, что службы появилось основание для исключения домов из реестра управляющих компаний. Так, на сегодня уже принято решение об исключении 18 многоквартирных домов Российской Федерации. А еще в законе не прописано, каким должно быть обязательное количество персонала и техники у соискателей. Лицензия не ограничена по сроку действия. Как предложение, можно было бы не допускать до управления домами лиц, совершивших в прошлом экономические преступления, а еще как-то ограничить количество многоквартирных домов, которые может обслуживать одна организация. От всех этих пробелов страдают и жители, и контролирующие органы. Если мы скажем, что один конкурс, один бюджет, ну, по крайней мере, допустим, законодатель определит или муниципалитет вот примет такое решение, потому что он же конкурсы объявляет, да, проводит, мы можем столкнуться с ситуацией какой? Как вот вы говорите, вкусные, там, жизненные, да, свежие дома, они уйдут, ну, дай бог, если не знакомым, да, там, не причастным к этой администрации. А в остальных домах будет вопрос, кто ими будет управлять. Вот как у нас сейчас такая, ну, достаточно не очень хорошая ситуация в Печоре. Все предложения рассмотрит правовой отдел Госсовета и направят в Госдуму на согласование в федеральных структурах. Сейчас проект закона о лишении лицензии управляющих компаний в случае оказания ими противодействия лицензионному контролю. Такие в Коме тоже есть.